Ну вот и подошел к концу трудовой день. 7 часов вечера. Славно потрудились. Убрали всю траву, что в прошлый раз скосили. Унесли, докосили участок полностью, что в прошлый раз не успели скосить. Унесли, убрали все, почистили клубнику, перепахали до конца еще одну грядку. Что мы еще сделали? Поправил забор, столбы. В общем, после утренней проверки, как только перекусил, и целый день что-то пару раз заходил домой, дождем поливало. А так, трудовой день был сегодня насыщенный, подустал немножко, так что затопили баньку. Сейчас короткая проверочка, то есть не короткая, а быстрая проверочка. И сегодня пораньше ляжем спать. Ну погнали. На картофельном фронте у нас все меняется как бы в лучшую сторону, но с одной стороны, с другой стороны, очень скоро придется уже брать в руки тяпку. Цветочки наши уже отцветают. Мариамоль вообще только-только расцвел, уже осыпался весь, дождем прибило. Тюльпанчики тоже скоро уже отцветут. Ну а что удивляться, лето в разгаре. Погнали на проверочку. Так, ну а как дела у нас на Печоре? Да на Печоре у нас идет стремительный спад воды. Вот утренняя метка мы оставляли. И вот, как мы видим, сантиметров 20-25, наверное. Опять вода упала. Переставляем метку. Метка неудачная. Вот метка раз. И на всякий случай поставим вторую метку, если это упадет. Вот уровень воды, который был до спада, это я пихал воду, он был где-то здесь. Насколько уже вода упала. Так она первую воду не падала. Все, отметочку сделали. Живцов брать не будем здесь, потому что на проверку здесь не хватит. А на старицу заехать надо, перекинуть наши большие бутылочки на глубину. Ну что говорить, поехали, сами все увидим, погнали. Бутылка. Пока еще вода есть. Но лучше переставить поглубже. И вот как мы видим. Ух ты! Ух ты! Пипец! Пипец нашим малькам. Курята обсохла. Вот так вот. Надо было вчера посмотреть тоже. Надо было вчера перекинуть. Вон они. Запас мальков кончился. Эх, как так-то, а? Как так-то? Так, на всякий случай сходим, посмотрим. Бутылки тоже надо взять. Если что-то осталось, это будет чудом. Старица вся обмелела.
За 2 дня. Господи. Какой 2? Мы вчера вечером ходили. За день. Вчера вечером еще мы сюда приходили, взяли живцов. За сутки вода упала. Больше метра получается. Ёшкин кот. Мальки навряд ли выжили. Навряд ли. Так, ну здесь еще они в канаве. А здесь мне, в принципе, все нормально. Все отлично. Мы, конечно же, сейчас их переставим, потому что циркуляции нет, и вода будет нагреваться. Но выхода нет, получается. А здесь глубина пока есть. Так что, я так думаю, мальки должны быть еще живые. Я уж было испугался. Нормально. Живехенькие. Хорош. Берем сразу на пару проверок. Остальное переставляем в чистую проточную воду. Все. Погнали. И вторую кеглю тоже переставим. Потому что это если даже вода есть, но нет циркуляции, она под солнцем будет нагреваться. И мальки здесь просто не выживут. А там в проточной воде они будут жить и месяц, и 2, если надо будет. Привет рыбакам! Здорово! Че, ёрш пошел? Ёрш, да. Ёрш или ёкыш? Ёрш. Выпляйся. Нельмай чаушед. Остайк бана. Az bunya bu vugurşacı paten şedlama. Tanışırız da. Tanı da. Ha, o ki arabaya insan. Arvılı. Да, мы думаем, сейчас сына, блядь, блядь, куча ёбнитесь нахуй. Gıcıd. 0 килограмма. Ha. Nelma peşe peçeravlı na bu. Блядь. Yokuş bir. Я коло десятка курья, бля, колон, бля, мем побежали. Posnya arıskımın. Мям, запасы всем. До черта, стена анкая. Да, Да. ков нет. Ширкоть. А, бля, о, бля, если эти, Вуграчник только самый. То ширкоть арсечами вуграчан стена ан прямо кая. Вичгерлины тоже проверитные. Сында ёкыш. Чукаталын шеды сатик. Кык ородымавали кык но войдарлунса төреча шедыма миша бока сачомазда. Так, ну чё, повторения будет, нет утреннего? Навряд ли. Такой
не часто случается. Такое очень и очень редко. Особенно весной. Особенно на тонкие поводки. Так, ладно. Посмотрим, что нам даст вечерняя проверка. Ну, что-то есть. Есть дохлый окунь. И что-то еще там есть. Что-то живое дергается. Еще один окунь. И что-то еще там есть. Вот такие вот средние окушочки. Нормально. Но надо по возможности проверять как можно чаще. Потому что... Так, ну а это уже язь. Это уже язь. И еще там один окунь. Да тихо будь. Все. Шершавые язи закончились. Пошли гладкие язи, скользкие. Так, и что там еще у нас было? Еще один окунь. Уже кулома. Уже побелел. Быстро. Видать, сразу же попал. Утром. По идее, надо 3 раза проверять. Но если бы мы только занимались рыбалкой, да, можно было. Но у нас есть еще, кроме рыбалки, дела. Так. Опускаем якорь. Видите, да, как скручивает дохлый окунь. Живой никогда так не скрутит. Дохлый он крутит, крутит и может из продольника хоть скрутить потом. Так, ну здесь тоже натяжечка есть у нас. Небольшая, но что-то есть. Что-то не крупное дергает. Может быть, даже хорюзок. Опа, ушел. Ушел. Даже не показался. На последнем крючке был. Дернулся и ушел. Ну ладно. Значит, не мой был. Так, ну что-то здесь есть однозначно. Потащил к берегу. Вижу окуня. Окунь. Раз.
Еле-еле уже держался. Тоже не все заглатывают. И, скорее всего, это окунь 2. Да. Скорее всего, это всех мальков окуньки и дергают. Так что не знаю, получится ли у нас еще порыбачить неделю. Если такими темпами будет падать вода, то навряд ли. Еще от силы пару дней и все, придется поднимать продольники. Ух ты, это кто тут так запутал? Это кто тут так запутал? Это кто тут хулиганит, а? Вот кто. Вот кто тут так хулиганит. Окунь раз. Окунь. О, этот нормальный уже такой. Более-менее. Окуней тоже на Печоре хватает. Окунь раз, окунь 2. Я изёк, хулиган. Все тут запутал, понимаешь ли. Что там еще что-то есть, что ли? Что-то не пойму. Все. Еще один окунь и все. Это я и запутал. Окунь навряд ли бы так поднял. Ну, неплохо. 2 язя у нас уже есть. И окуней вон уже. Нормально. Так. Окунь есть. Ясь, походу, тоже есть. Да, есть. Раз. И еще там один окушок. Да. Закончился сезон язей у нас на продольнике. Уже, так как раньше мы его ловили по 3-4 штуки на продольнике, уже навряд ли поймаем. Подошел окунь, вода стала меньше, вода стала теплее, окунь стал активный, и просто походу его даже больше, чем этого язя. Ну и ладно, окунь тоже хорошо. На консервы мы потихоньку все равно соберем. Многие спрашивали, куда тебе столько рыбы? Я говорю, сколько запланировал, я даже столько еще не поймал. Так что придется ловить на спиннинг.
Та-та-та-та-та-там. Солнце опустилось за горизонт. Так. Так. О, вот это мне уже нравится. Хорошенькая такая натяжка. Язентий по-любому. Окуни, походу, сразу за ним ясь. Раз. Ну, как-то вот так. Это должно выглядеть. Эти два крючка уже утром сегодня вроде бы парочку язей поймали так. На этот раз окунь успел быстрее. Ну. Не пусто, и то хорошо. Не понял. Где натяжка? Ага. Все ясно с вами. Затащили в тиховод, в кусты. Так, вот и натяжка появилась. Ух ты, ух ты, ух ты. Это ясь, хороший ясь. Или что это? Какой буйный-то, а? Раз. И два окуня там. Вот такой вот язентий утащил наш продольник в тиховод, в кусты. Вот сейчас, если этот тиховод здесь поставить сеточку, 40-ку или 45-ку, язя набьется, мама, не горюй. Ну, так интереснее. Ну вот, как-то вот так. Опа. Вижу дно. Вижу кусты. Вижу запутанный продольник и вижу окуней. Раз. Два. Мелковат, конечно, окунь мелковат. Вот этот уже более-менее. 3. Хотя бы такие были бы. Все, 3 окуня. Вот здесь, мне кажется, сейчас кинуть небольшую вертушку или силикон. Мне кажется, окуня надергать на спиннинг уже можно без проблем. Пока нет времени заниматься этим. Завтра у меня рабочий день. Попробую, наверное, взять спиннинг чисто с разведкой. По уловистым местам покидать немножко. А вдруг?
Вижу окуня, вижу натяжку язя вроде бы. Да, это язь. Ух ты, какой он шугливый. Раз. Видать, ты был мой. Как они сачка боятся некоторые. Просто ужас. Блин, комарьев достало уже. Все грызут и грызут. Так, язя мы достали. Так, что там еще? Один окунь. Второй окунь. И еще там походу что-то есть. Наверное, еще один язек. Ладно, попробуем так достать. Вот так вот аккуратненько. Ну, нормально. Как раз размер консервов. 2 язя и 2 окуня. Неплохо. Неплохо отработал продольничек. Так, ну вот и последний продольник на сегодня. Зацеп, что ли? Ну, ёшкинка. Нет, просто засыпало, наверное. Сейчас посмотрим, что у нас там. Пусто, что ли? Нет, небольшая натяжечка есть. Язёк где-то, где-то, где-то. Вот он, вот он, вот он. В прыжке аж. Ну вот, напоследок язёчек. Опять у нас пошли яськи не крупные, таких средних размеров, ну как раз консервный размер. Самое то. Крупный язь, он в банку не плотно ложится, то есть много его не запихаешь. А этот как раз плотнячком в баночку ляжет. Ну что, подводим итоги. Как мы видим, все меняется стремительно. Если были планы порыбачить недельку, то вот я сейчас смотрю, вот там уже все пересохло. Если вчера еще туда шла вода, там еще у Василия стояли продольники, походу что-то я их не вижу уже, походу Василий уже поднял продольники. Если так будет падать вода завтра, послезавтра, там, где мы вчера пытались вытащить наши продольники, будет уже по колено воды, и мы спокойно достанем, распутаем наши запутанные продольники. Ну а здесь тоже вот все будет песок, где-то до половины реки. Здесь будет небольшая впадинка. В общем, если завтра у меня рабочий день, с утра постараюсь проверить, ну посмотрим. Если проснусь, проверю. Нет, так будильник ставить не буду. А так, если так будет продолжаться, ну день-два и все. Ладно, что, грех жаловаться, мы половили. И сегодня, ну примерно одинаково, если мы раньше ловили вот так, теперь почти пол-ведерочка. Утром было так же, но за счет щуки у нас ведро было почти полное. Так что килограмм 6-7 по-любому мы поймали. За час рыбалки я сомневаюсь, что
На спиннинге или на удочку я бы поймал столько. Если было время, да, можно было за целый день. Возможно бы я поймал. А так как у меня работает непочатый край, 2 участка все-таки вот этой родной деревни. Один в конце деревни, другой в начале. И работы просто очень и очень много. Так что рыбачим так. Ну, по возможности, по времени, скажем так. Когда-нибудь, конечно же, мы вырежемся, сделаем себе выходной. Но это будет, наверное, после первого окучивания. Это будет на следующей неделе. Все. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.